Все. Выдохнула. Стоимости ресурсы для исполнения своих внешних валютных обязательств. Условия МВФ 3 миллиарда долларов по 2,28% годовых на 10 лет. Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Да. Ни Россия, никто нам под такой процент деньги не дает. Поэтому это выгодно не обсуждается. В Беларуси растет интерес к науке среди молодежи. Свидетельство тому увеличение числа инновационных разработок и внимание к ним зарубежных коллег. Для налаживания более тесных контактов сотни участников из 12 стран государств СНГ, а также Турции, Германии и Словакии собрались сегодня в Минске. Короткая шерсть не требует стрижки, несколько суток животные могут обходиться без воды, а качество корма никак не влияет на их вес и состояние здоровья. Они набирают свой вес на любых кормах, которые у нас в Беларуси есть. Чтобы овцы... Паважаныя пасажыры, ваш аплачаны праезд. Гэта магчымасць не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных правапарушэнняў. Милана, Тимур, встаем. Встаем. Тимур, вставай. Тимурка. Так лежи, пока лежи, я первая его разбужу. Пошли, Тимур. Бери свою машинку. Бери машинку. Ой, прости. Нету, красиво. Пойдешь в садик? Ты же лука. Да? Молодец. Я не хочу в садик.
чего ты плачешь? Мы не идем в садик, не идем, мы Тимурку проводим. Мила, вставай. Ну ладно, я Тимуру пойду первому чистить, все. Тяни стрига, тяни стрига. Ты не будешь мне махать в окошко? Не помахаешь? Мультики смотреть. Ты компьютер выключился. Деток маленьких на улице нету, кто гуляет. Все в садике. Вот мы сейчас выйдем, все в садике или в школе.
Что там вообще по поводу Нового года? Ты же говорил, Руслан там приглашает. В какой? Где? Сейчас. А потом сразу, чтобы было удобно на дискотеку. А ты подопьешь и попрешься. Олег, я против. Я представляю, какой там корпоратив, сколько там людей будет. Ай, все, не хочу. Настроение уже -0. Я -20. Все понятно. Год рождения. 90-й. Так, датчик 1.6, все правильно. Вот он смотрит на нас прямо двумя глазками. Ой. Вот один, вот второй, вот носик у него. Так, ой, ты моя малышка. Вот, смотрите, вот мошоночка, и вот головка полового члена. Очень хорошо видна. И вообще шикарно. Да, просто вообще, вот головка полового члена, и это все просто шикарно, да, шикарно. А ты почему не кушаешь? Я не хочу, я же перекусила. Серьезно. Вкусно. Кушай. Так давно хотел домашнего чего-нибудь скушать. Ну, конечно, учитывая, что ты писал, что постоянно на перекусах там был. Ну да. Меня это вообще как-то не очень радовало. Когда ты планируешь в следующий раз поехать? Не знаю. Числа с 15 по 20 в этом промежутке. Надолго? Ну, дней на 15. Не переживай. Все будет хорошо. Не успеешь, соскучишься. Я уже обратно вернусь. Хотелось бы, чтобы ты тут просто... Не спеши, ты еще выгонять меня будешь. Не буду. Ну, мне тоже, конечно, хотелось бы, но ты же сама понимаешь. Ну, со временем, конечно, я планирую в родном городе обосноваться. С этим я согласна. Потерпи чуть-чуть. Паважаныя пасажыры, ваш аплачаны праезд. Гэта магчымасць не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных правапарушэнняў.
Станец нашим Сбаранович, который. Ну, мы в разных бригадах работаем на стройке, мобильные сети делаем, типа мобильные вышки 4G вот эти. Вот. Возле океана часто работаем. Ну и работаем. Это типа Атлантик Сити и все это, и все такое? Да, всякая вот такая ерунда. Вода холодная? Не, ну хорошая. До октября все купались, кстати. То есть ты выходишь и не видно вообще ни конца, ни края, такой вышел, такой вот это угара. Классно, классно. Ну вообще, так ты говоришь, такая, ну так все классно, там вот вообще ты не приехал, не собирается возвращаться вообще сюда или нет? Ну, я ни от кого такого на самом деле не слышал. Ну, если только погостить. Конечно, все скучают, понятно, все, что как бы, ну, по-доброму смотрят ну, на Беларусь, ну, короче. Но ехать, если только погостить, потому что они все прекрасно понимают. Как бы. И, ну, как у нас типа все думают за эти деньги, там за деньги вообще никто не думает, потому что у всех все окей. Вот. А живу сам я типа с русскими. Жил, точнее, я уже съехал, сейчас вот хочу жить уже с белорусами в центре. Вот. А так у них в центре целая, я же тебе говорю, целая коалиция, то есть там 5 или 6 квартир, все белорусы, есть даже целый дом трехэтажный. Диаспора. Ты что? Ну, типа, ты что? Ничего. Завод. Да я не знаю, меня вроде как бы все и устраивает, вроде бы как бы. Ну, блин, ну, старик, а что, как бы, а что тут, как слишком что-то еще по зарплатам, блин, год не было меня, блин, тут, посмотри, что случилось, короче, все в 2 раза повырастало, зарплаты, наоборот, меньше, ну, короче, такая фигня. Уже поздно, 25, наверное. Ты что, Ну, вон у меня у подружки мама в 35 поступила. Очень много. Я когда документы подавала, очень много в возрасте людей подавала. Мужчина там вообще там 3-е или 4-е образование получал. Так что-то я так оптимисту набралась от них. А ты на кого собралась? Юрист-международник. Самое интересное, что я французский-то хуже всего издала. Вообще никто не ожидал. А ты сама, когда училась, ну, у тебя была... Я грамматику не знаю. Я говорю на нем 100%, а грамматику не знаю. Ты мне скажи, давно ты ездила во Францию? Вообще была там как давно? Это не Франция, они из Бельгии. А, Бельгия? Я что-то думала во Франции. Что, в Бельгии говорят на французском языке? Ну, на нидерландском тоже говорят. Тоже говорят? Ну, у моих вот этих вот приемных, у них родители во Франции, но они одинаково говорят. Они сами, их родители с Франции? Ну, у папы приемного, да. У нее с Бельгии. Что ты вообще там не осталась? Хотела вернуться сюда сама или как-то так получилось? Сама? Ну, некомфортно. Ну, здесь хотя бы квартиру дали. Но это моя. Я знаю, что она моя, хоть она там социальная, но это же моя. В гости едешь, вообще замечательно. На 3 месяца, ну, мне они как свои. А жить, ну, я не знаю, я всех стеснялась. Не, я имею в виду, вот как бы, если бы ты там с детства, вот ты ж отучилась и решила сама сюда вернуться, правильно? Вот, а если бы ты решила там остаться, я имею в виду, ну, как бы, ты же еще не совсем взрослая была. Меня бы до сих пор не разрешили, наверное, замуж было выйти. Я теперь там осталась. В смысле? Ну, там так рано не выходит. Во сколько я вышла? В 19. Да ну, ты что? Я бы только в 30 бы там, наверное, вышла. получают образование очень хорошего, и ну, потом... Ну, они в шоке были. Ну, у нас это нормально. Я вот у 20 Милану родила. У нас это нормально, а там это ненормально. Они даже обиделись немножко. Но они в шоке были. Но я с Миланой съездила, они вживую ребенка увидели, они рады, все. Но говорят, только не додумайся, 2-го очень рано, не справишься. А тут, ага, год и 2-й.
появился. Хотя свои такие длинные. Ну да. Но все равно хочется чего-нибудь ярче. Твой бы заметил? Нет, честно, пока бы я ему не сказала, посмотри, что ты там, что ты не видишь, то тогда бы, да, что... Так, а вы же не расписаны, да? Нет. А вообще? Так, а сейчас вы живете? Нет. Как нет? Все так кричат, я в том числе, что больше не буду, не хочу мириться, потом начинаешь жалеть, скучать и все такое. Как ты вообще решилась, вот на самом деле, как там у тебя смелости хватило пойти подать на развод? Как? Ну вот, Я не могу допустим, сказать. 1000 раз, вот, ну, как я тоже кричала, все, расстаюсь, не хочу, не могу, но потом все равно мирилась. Но вот у тебя не было такого желания? Ты пошла, да, подала на развод, потом не было желания вот пожалеть, там, забрать? Ну, за детей есть какая-то обида, что семью разрушила, но если ее не сохранить, ну, никак. Да мне вообще, я честно, я не расстраиваюсь по этому поводу, конечно. Попрощались с одними отношениями, будет новое, здравствуй. Ну, не сейчас, конечно. Сейчас сложно это все. Треба загнати. Блядь, не пройду ж туда у этих лап. На шею накидай это. Накидай на шею веревку, да и все. Ага, ты держишь там? Сейчас там будем... Треба ще ж спутатися, як ми будемо її путати? Пошли. Галя, что там будешь? Так, трошки проймеш, ти чого так? Що ти кричиш? Голову. Поверни сюда, да. Шасик, дай мені. Сейчас он прикрой, я кош. А так, убери руку. Я пока прикрою.
Танцы приезжай. В Могилев? Да. Я схожу, наверное. Ты же не Сейчас. сможешь сходить? Угу. Будешь помогать. По улице с коляской гулять, а то танцы. Ну что, еще не закидывать? А приходить будешь домой, как все обычно говорят. А буду уходить как можно раньше, приходить как можно позже, да? Ну, я не буду, я буду, блин, я как те, в туалет приходил поздно, так я и буду. Я ж не специально, но так и будет. Ты должна это знать. Вообще-то. Не согласна. Согласна. Должен бежать бегом-бегом домой. Ну, конечно. А уже не страшно тебе переезжать видеть моих родителей, нет? Страшно. Или все еще... А знаешь, что папа... Слышишь? Страшно. Знаешь, папа вчера что сказал? Да. Говорит такой, ты Олега предупредила о беседе? А он мне что-то говорил. А он мне Я ему все что-то... правду расскажу. Подожди, а он мне что-то говорил, я с вами еще проведу разъяснительную работу. Я говорю, пап, ты так Олега напугаешь, что еще и не переедет. Ничего он не напугает. Я наоборот расскажу всю правду. Да? И что интересно? Все из-за чего. Что домой я не прихожу, да? Нет, ты меня заставила не прийти домой. Угу. Папа всегда будет на моей стороне. Можешь ему ничего не рассказывать. Я уже даже текст подготовил. Я и так и думал, что это предстоит. Так что я готов. Мне хватит, себе ложи. А то уже, когда улыбаюсь, уже чувствую, что щеки пухлые-пухлые. Хорошо. Угу. Пухло. Блин, живот тоже вообще вниз опустился. Чуть-чуть осталось. А ты только по 2 сосисочки сварил? А что? Я чувствую, жене твоей мало. Ну, есть еще. Ну, понимаешь, он такой, как вот мы начали работать, я тебе расскажу, в апреле, то есть изначально. Я искал работу, ни хера 3 месяца не нашел после сокращения. Вот, и тут он мне вдруг звонит, нахуй, как гром среди ясного неба, блядь. Ой, есть там мутка, давай встретимся. Он мне накинул, говорит, вот есть там в Москве там объект, давай попробуем замутить. Он говорит, я пробовал людей найти, не получается. Говорю, ну хорошо, давай я попробую. Ну, как бы начал там реклама, хуяма, знакомые, то есть, ну, все пошло, как бы. Ну что-то, как жизнь? Нормально, спасибо. Вон, смотри, только смойки. Помыл красавицу свою, блестит вся. Ну что, пошли вы, чтобы не мерзнуть в машину. Я как раз на Андрея Ольгу, это тоже это надо. Ну ладно, сейчас это еще быстро. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я пойду по каменщик. А откуда вы? С Минска. А опыт какой? 2 года. Что ложите? Облицовка, черновая? Все ложу. Хорошо. У нас есть работа в Москве вахтой. Рассматриваете? В Москве вахта, да? Да. Угу. А можно до завтра подумать и перезвонить вам? Ну, думайте, я же не спешу. Хорошо. Звоните, если что. Ну. Сколько зарплата? В Москве там, да, на стройке. Ну, где-то, если нормально работать, не бухать, то ну, $1000 можно зарабатывать. То есть, в принципе, без проблем. А сколько Сашка получает? Ну, Сашка, у него же другие условия, он же уже как руководитель считается. Уже? Ну, то есть как помощник. То есть он и руками работает, и руководит. То есть, ну, у него нормальная зарплата должна быть.
Это нормально, что? Алло. Здравствуйте, я по объявлению. Нам ничего не нужно еще? А вы откуда? Климовича Могилевского. Понятно. Смотрите, у нас есть вариант, работа в Москве вахтой. Рассматриваете? Нормально, да. Пройдет. Тогда я номер запишу, ориентировочно там в четверг-пятницу позвоню, как определится дата. Вот, и уже там будем договариваться по выезду. Ну, хорошо, Сергей, тогда до связи. Угу. Вот, смотри, короче, еще мой с работы. В бригаде у меня работает. Прикольный такой пацан. У нас тут находится вот молодой человек, приехал к нам в Москву работать на стройку. Как зовут вас, молодой человек? Володя. Володя? А скажите, а зачем вы приехали сюда? А что, дома плохо живется? Я вот не работаю. Да? Что, все так печально? Нету работы? Печально. Пошел, учился на погрузчика. Отлично. Может быть, есть какие-то пожелания для... Я хочу передать свою программу. Где мои деньги? Нормально. Не, нормально, хлопцы уже в гости в Минск звали, говорят. Минчане? Но, говорит, домой приедут, говорит, давай стаканемся, я говорю, давай. Что не там нет? Тоже в Минске нас работает? Да везде. Да везде. Ну. Алло. Закрывается все потихо. А откуда вы? Ага. А опыт какой? Поздравляем, старый, поздравляем. Ну что, плакали бы рано еще по офигенному инженеру-конструктору, да? Ой. Смотри, чувствую уровень. Борода. Борода. Опа. Ого-го. 2 бородатых. Чувствую уровень. Забрал. Ты реально как Кирилл, патриарх Кирилл. Да, те, как дали, видишь, хоть рад, уже рад, пытается забрать, чтобы не выдрали. Ну что, держи. Ну что, старик, давай с выступлением, что ли? Нет. За Тьесту, за твой Тьесту. За визы старики американские, да? Он может светануть даже. Янки будешь теперь, на. Мигрант дурной. Будет петь уже. Миграда, миграда. Иди еще вододули на дорожку выпить. Не, водочки не надо ему. Нормально, чтобы полет был пиздатый. Водочку потом за отъезд. За отъезд. Хреново, что последний концерт. Это все вот из этих поездок ваш. Хреново, Дима. Что? Хреново, что концерт последний. Слышишь, Ганзик, так а что как родители нормально отреагировали? В итоге уже нормально потом. Мамка сначала не понимала, думала, ай, дурачок. Как-то виза на руках-то было тоже как бы подруг. Типа, ну ты серьезный, сынок опасный. А, это чувак блюет? Да, да это не кровь, это вино, блядь. За то, что почти американцы. Давай нахуем. Я тебе говорю, очень быстрые песни, очень тяжело, блядь. Выдыхаешься, когда бухаешь дыхалка, блядь, Я понимаю, у тебя самая, понимаешь, ответственная работа, самая быстрая вот это вот движение. На, прибухни. Реально, расслабься. Все хорошо.
пока не летите. Только не быстро. А то уж осень кончается. Так нечестно, мам! Нечестно кашу есть, да еще богатырскую. Ну, противная! Ты же мне принес. Тут нету ничего. Пошли поиграем. Пойдем играть? Пошли будем играть. Пошли будем играть. Ой, божечки мои. Тимур, пошли. Ну все, значит, ты не хочешь кушать. Пошли. Мила. Милана. Пошли. Ой, давай рассчитаем. Смотри. О, ничего себе ездят. Смотри. Ты видишь? Поехали, скажи, машина. Скажи, машина. Скажи, дождик. Скажи, пока-пока, машина. И мультики выключим. Скажи, пока-пока, Биби. Скажи, пока-пока. Пошли там тоже выключим. Пошли всем помахаем, пока-пока. И мультикам помахаем, пока-пока. Пойдем помахаем. Давай свет выключим, давай? Я тебе Биби куда? Все, Тимур. Пойдешь к нам? Будешь спокойно лежать, не прыгать? Пошли. Легла. Мира, легла. Самила, закрой глаза. Давай, Самила, давай. Мила, не кидай. Куда ты выкидываешь носки? Дай сюда. Все, Мила, чтобы бабайка не забрал. Все, ложимся. Куда ты будешь ложиться? Закрывай глазки, все. Вон бабая. Тимур, идем. В общем, как мужики вообще, семья отнеслась к тому, что вы едете за границу все-таки? Так, для себя интересно. Там постоянно работаем. Мы не первый раз. То есть нормально. Настроили за границей. Жены хотят, чтобы ехали зарабатывать, да? Да, ну так сказать. Ну, отлично. Ну, у вас какие есть вопросы по работе? Давайте сразу обсудим, чтобы, ну... Самые главные вопросы у нас заключаются, чтобы нам вовремя платили деньги. Да, конечно. Так ты, Илья, там будешь вообще находиться? Да, я постоянно там нахожусь. Просто я перевахтовкой. Половину времени здесь, половину там. То есть я тоже постоянно на объекте, то есть больше организационные вопросы решаю. То есть, ну, я работаю прорабом в этой московской фирме. Вот, ну, уже больше, чем полгода. Вот. И на протяжении этого времени, то есть людям стабильно как бы платят. Ну, и, конечно, это слова, но я думаю, вы сами убедитесь. Определимся по месту. Пошли загрузим. Да.
Животик у нас опять болит. Все. Можешь говорить? О, приятного аппетита. У вас что, обед? Угу. Ты сегодня, как обычно, поздно, да? Да ладно, во сколько это? Ночью? Ну, конечно. Не, давай-ка ты пораньше. Хоть посидишь немножко с малым. Придешь? Что тебя там уже отвлекают? Ну ладно, все, тогда давай иди. Угу. Пока. Хорошо, сейчас еще по чуть-чуть и потом после кишек. Что наробишь, главное, будешь улыбаться. Отодной сзади. Ага. Топливо постелить. А так вот кабанчика хлоп. И на полгода в магазин не ходи за мясом. Не, я больше не хожу, но, блядь. Вот тут точно, блядь.
А что там пристал сзади? Спиздил колбасу, блядь. А ты думал? Ах ты, блядь, сука. Ух, блядь. Постреляю, блядь. Да дохуя уже спиздил, блядь, всю колбасу съел. Ёб твою мать. Вздрогнули. Вздрогнули. Да, блин, а я, блин, вешаю, машину. Бляха, кровишки. Коля жопа. Ну, она хотела гукать тоже. Вона, може, перегукалася сиром. Догукалась, да. На мой хотіла, хто його знає. Хрен его знает. Ну ты молодец. На, куда воду поставил? Хай тільки кот сюди прилезе, я йому точно горло перережу. Так что вовремя вы кабана уговорили. Удушили, да? Это что, пост начинается или что? А после Масленицы уже ж Великий пост? Да, до Пасхи уже все? Ну давай. Тут на год еще 5 штук таких было. Сами я забираю. Здесь уже, наверное, да, вот как раз у меня выходит сумма. Ну, давай так. 200. Да, все как бы очень классно. Ну, ты видишь, такая типа тема, ну, как ты хочешь, ну, отдерешь, это не проблема. Да, сейчас, подожди, гляну. Да, все остальное забираю, то есть, ну, потому что... Да, все окей, верю. О! Блядь, я кучу, короче, баслов, смотри, чтоб играло нормально. Струны поставь, чтобы звучало. Нормальный перегруз. Куда же мы денем? Шнур или ремень? Всё Конечно, да. Чтобы как NoFX, как майка валила. ништяк. Зато хоть свой покупать. Да, думаю. Фендер беру, Фендер. Да. Там зарплата у нас что-то $200. Там заработаешь. Да. Профсоюзные юристы проводят постоянную работу по повышению правовой грамотности населения. Ежемесячно в каждом районе, в районном центре Беларуси и в 9 районах Минска в организациях. Очередной такой прием состоится в этот четверг, 20 февраля. На участке автодороги Колодище-Заславль в пределах деревни Боровая Минского района сегодня при планировании поездок. Традицию скидочных вторников продолжает